Великие умы человечества, совершившие множество открытий и достижений. Ломоносов, Ковалевская, Менделеев. Можете узнать про атомный проект СССР. На этом интерактивном стенде вы можете собрать новейшую российскую ракету. Россия миру! Новый взгляд на привычные факты. Приглашаем вас в исторический парк «Россия. Моя история». Этот формат вообще, он для современных людей очень интересен. И, между прочим, не только для тех, кто вот сейчас молодые, но и для старшего поколения, потому что, по сути, это передовой край популяризации не только науки и вообще патриотизма. Это очень важно. Ну и еще очень знаменательно, что эта выставка, она рассказывает о вкладе России в общемировую, в общечеловеческую такую, все сферы, по всем областям. Это не только наука, более мне знакомая, это и космос, и медицина, самые различные, экономика. И, соответственно, это очень интересное направление. И это, наверное, единственное место, в которое можно прийти, охватить сразу весь фактически пласт, начиная от России, когда стала интеллектуальным такой центром, это, наверное, вот Ломоносов есть, это 18 век, ну и по современности. Есть и современные. Самое главное, что это дается не в таком формате, удобном, простом, понятном, то есть не перегруженный. Исторический парк «Россия. Моя история» продолжает удивлять новыми решениями. В день национального праздника ЭСЭХ был проведен священный алгыс, который открыл удивительную мультимедийную выставку «Ар-Саха» якутского художника Светланы Иннокентьевой. Событие проходит в рамках культурной программы 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Идея пришла в видениях, на самом деле. Меня ведут как будто. И у нас пришла, а может мы сделаем выставку? А давай, и все, мы придумали, что нужно видео, а где у нас в Якутске такое есть? И вот так вот все пошло. Есть у нас представлены сами картины, видео, исполнение картин, а также в планшетах есть текстовое объяснение, смыслы картин, а также авторская музыка композитора Моисея Кобякова в моем исполнении музыканта Киджа. Я рисовала всегда с детства, я всегда была творческой личностью, можно сказать. Я рисовала и создавала коллекцию одежды, использовала разные техники, всегда тянулась к творчеству. Но некоторые картины в видении приходят, а остальные картины я беру холст, краски, это как я называю это метод потокового рисования, когда я не знаю, что будет. Ожившие картины погрузят вас в мир связи человека со Вселенной, заставляя задуматься о своей принадлежности к этому миру. Погрузитесь в путешествие самопознания и осмысления жизни на выставке «Ар-Саха» в историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии.
Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет вам выставку, посвященную к созданию игр «Дети Азии. От идеи к истории». Идея родилась за этим столом. На выставке игр «Дети Азии» показана хронология от 1996 года по нынешнее время. Тут вы увидите награды призеров и кубки, реальное спортивное снаряжение, форма участников игр и экипировка. Подробная информация о играх «Дети Азии» представлена в мультимедийном формате. Приглашаю вас прикоснуться к истории игр «Дети Азии» на нашей выставке. «Дети Азии. От идеи к истории» — это уникальный мультимедийный проект, которым восхищаются представители команд, участвующих в международных спортивных играх. Выставку посетили как организаторы игр, так и зарубежные спортсмены. Сегодня поток посетителей также не ослабевает. В историческом парке организовано экскурсионное обслуживание. Спортсмены из Палестины, Казахстана, Узбекистана, Пакистана побывали на выставке одними из первых. Также участникам игр дана возможность оставить автограф у нас в историческом парке, показать, что они здесь были. Я Галибов Шалджахон Завхидинович, занимаюсь видом спорта самбо. Для себя узнал, оказывается, Дети Азии участвуют очень много стран. Еще, оказывается, в прошлых Дети Азии очень были красивые медали в виде мамонта. Меня зовут Лектес Бекзат, я участвую за сборную Казахстана по волейболу. Вот мы посетили экскурсию по детям Азии. На выставке самое интересное было, это когда проходили зимние Дети Азии, не в Якутске. Потом после этого проводили 7-е игры Дети Азии, тоже не в Якутске, из-за того, что была пандемия в 2020 году. Экскурсия понравилась, очень интересно. История организации данных спортивных игр показывает, каким образом в середине 90-х наша республика, находясь в сложных социально-экономических условиях, сумела выйти на мировую арену проведения спортивных игр. Как раз-таки эта выставка, мне кажется, может стать таким основоположником, получается, истории вот такого основного мероприятия для нашей республики, да и вообще всего азиатского региона, как Дети Азии. То
То есть как эти игры создавались, кем они создавались, конкретно фигура Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Конечно же, если красной линией проводить идею Михаила Ефимовича Николаева о оздоровлении народа, как одной из самых ключевых и фундаментальных основ вообще оздоровления всей нации, то, в принципе, мне кажется, эта выставка, повествуя свою историю, как эти игры начинались, может очень многих людей вдохновить. В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Многое, что присутствует в этом сувенирном магазине, и книги, и какие-то сувенирная продукция, она довольно уникальна. В ней приложены наш труд, и наши идеи, творчество. Вот. Книги, которые здесь представлены, их, наверное, больше нигде не купишь, потому что это специальный заказ, авторские работы. И вот буквально месяц назад мы выпустили книгу «Тайны якутских фамилий» камчатского автора. Это, собственно, казацкие фамилии, которые шли навстречу солнцу, вот, еще с 18 века, и которые сегодня широко распространены в Якутии и дошли до Камчатки, до Русской Америки, Охотского края, ну и, как говорится, до всех дальних рубежей нашей России. Только в историческом парке «Россия. Моя история» вы можете приобрести книгу «Тайны якутских фамилий». В ней вы найдете различные версии происхождения своей фамилии и увлекательные рассказы об их носителях, которые внесли значительный вклад в историю и развитие Якутии и России.